Жену Буданова отравили тяжелыми металлами. Туск обвиняет правительство в бездействии, а Лаврова пускают на встречу ОБСЕ. Выходит, Россия не в изоляции. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересное новости. Откуда растут ноги у протестов на польско-украинской границе? Мы не можем позволить уничтожить себя в этой экономической борьбе. В этой борьбе за транспортный рынок. НАТО выдало Украине рекомендации по вступлению, а кто предложит реальную помощь? Мы практически становимся де-факто армией НАТО. Зачем Лавров на ОБСЕ и кто не приехал из-за него? Мы не принимаем принцип, согласно которому Россию возвращают за стол переговоров. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять свои мысли под этим и другими нашими видео. И не забывайте подписываться на канал, это очень важно. В оккупированном селе Юбилейной Херсонской области прилетел снаряд как раз в то здание, где у оккупантов проходило совещание. Как минимум 5 высокопоставленных захватчиков погибли. Об этом пишет движение украинского сопротивления. Еще пишут, что неравнодушные местные жители скорректировали огонь хаймарсов. Жена начальника украинской разведки была отравлена мышьяком и ртутью. Об этом говорит бывший глава службы внешней разведки Украины. Представители ГУР на правах анонимности, комментируя эту ситуацию украинским медиа, говорят, что яд, скорее всего, был подмешан в еду. Эти вещества никак не используются в быту и в военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека. Официально в украинской разведке подтвердили информацию с отравлением Марианны Будановой. Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины, в интервью «Радио Свобода» пообещал рассказать все детали, но позже. Дональд Туск обвинил польского премьер-министра в использовании ситуации на границе в своих целях и в бездействии, которое портит отношения с Украиной. Такую бездеятельность нельзя простить, потому что таким образом мы ставим под угрозу польско-украинские отношения и не заботимся о польских интересах. Вместе с тем о происходящем на границе и об огромных очередях из грузовиков не говорят на официальном уровне, хоть организаторы забастовки и намекают на то, що только українська сторона пытается решить проблему. Якщо ми подивимося на інформацію про те, хто є організатором цих протестів, то мені здається, все стає на свої місця. Давно відомо і в Польщі, і в Україні, що коли поляки і українці сваряться між собою, то шампанське п'ють в Москві. Я думаю, що треба виходити саме з такого підходу і трошечки піднятися над оцією сваркою автоперевізників, як раніше було фермерів, і подивитися на тему трошечки стратегічніше. Я дуже сподіваюся, що через 2 тижні, коли влада в Польщі зміниться і коли новий уряд почне працювати, ми швидко знайдемо порозуміння з усіх, в тому числі і цих питань. Тим більше, що нам з поляками справді ділити нема чого. Якщо ми разом, ми сильні. Якщо ми сваримося, то програють і українці, і поляки. Между тем и польский министр тоже приехал на место событий, и переговоры продолжаются. Туск, к слову, стал самым влиятельным человеком Европы по версии Политико, а президент Украины Владимир Зеленский назван мечтателем номер 1. Польские перевозчики, которые протестуют на границе, тем временем обратились к президенту страны. Говорят, у них есть разрешение от местных властей бастовать до 1 февраля. Эти отношения на уровне министерств заблокированы. Но господин президент, который вчера приветствовал новое правительство и дал мандат премьер-министру Матеушу Моравецкому, я считаю, что в данный момент он является одним из самых ответственных лиц за решение этой проблемы. И только на его уровне это решение может стать реальностью. Мы все уверены, что в основе не лежит вражда в национальных отношениях между Польшей и Украиной. Напротив, у моих коллег есть много примеров помощи, которую они продолжают оказывать украинским гражданам. Но если мы хотим сохранить эти отношения на удовлетворительном уровне, мы не можем позволить уничтожить себя в этой экономической борьбе, в этой борьбе за транспортный рынок.
Польские водители грузовиков уже блокируют доступ к пограничным переходам с 6 ноября, требуя, чтобы ЕС восстановил разрешительную систему для украинских конкурентов, въезжающих в страны сообщества, и для водителей из ЕС, въезжающих в Украину, с исключениями для гуманитарной помощи и военных поставок. Правда, эти исключения почему-то не выполняются. И гуманитарная помощь, и военные поставки из-за этого тормозят. Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению в Альянс. Часть из этих рекомендаций Киев уже выполнил, говорит Йенс Столтенберг. А украинская армия становится армией НАТО. Это уже говорит Дмитрий Кулеба в штаб-квартире НАТО перед началом первого заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Победа Украины отвечает интересам не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества. Не будет преувеличением сказать, что защита Европы без Украины – бесполезная задача. Вы не сможете этого сделать по одной простой причине. Потому что у нас сейчас есть – это самая сильная и закаленная в боях армия в Европе. Мы повышаем нашу оперативную совместимость с НАТО. Мы практически становимся де-факто армией НАТО с точки зрения наших подходов к управлению техническим потенциалом и принципов управления армией. Сегодня мы впервые сядем за стол переговоров с министрами иностранных дел, как вы однажды упомянули, на равных в Совете НАТО-Украина. Вместе с тем, на встрече министров стран НАТО звучало больше успокоительных речей, больше слов поддержки, но о конкретных планах говорили немногие. 2 недели назад я был в Украине и говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасающую агрессию со стороны президента России Владимира Путина. И сегодня я буду добиваться консенсуса в пользу этого мнения здесь, в НАТО. Если посмотреть на общую картину, то что произошло за последнее время? Это то, что украинцы оттеснили российский флот обратно в Черное море. Они открыли судоходный путь для вывоза своего экспорта. Их экономика растет. И, конечно, они стучатся в двери НАТО и ЕС и получают очень теплый отклик. Развитие любого украинского успеха должно быть поддержано. Во всяком случае, тема такой поддержки Украины финансовой и политической из повестки дня не уходит. Союзники оказывают беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине и поддерживают необходимые реформы на пути Украины к членству в НАТО. Агрессивная война России продолжает причинять невыразимые страдания. Она угрожает безопасности Европы и стабильности всей международной системы, основанной на правилах. Союзники продолжают стоять на стороне Украины ради вашей и нашей безопасности. Европейский Союз на данный момент поставил Украине около 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона, сказал Кулеба в кулуарах мероприятия. И после встречи Украина-НАТО была подписана программа сотрудничества на год, которая будет включать энергоэффективность и подготовку вооруженных сил Украины. Другая не менее важная встреча представителей стран ОБСЕ стартовала в Северной Македонии. Там тоже не обошлось без скандала. Представители Литвы, Латвии, Эстонии и Украины бойкотируют встречу, а все из-за того, что на нее пригласили Сергея Лаврова. И не только пригласили, но еще и разрешили прилететь. Представители стран, бойкотирующих мероприятие, называют это узакониванием агрессора, уступая вето России на кандидатуру Эстонии на пост действующего председателя организации в следующем году. Северная Македония выдвигает компромиссное предложение – решение о назначении Мальты в качестве главы ОБСЕ. Организация из 57 стран, напомню, созданная после Холодной войны, работает на основе консенсуса, что позволяет России или Беларуси наложить вето на любой ее шаг, из-за чего она, в принципе, уже несколько лет практически не функционирует. Мы не принимаем принцип, согласно которому Россию возвращают за стол переговоров. Хочу напомнить, что в прошлом году Россия и министр иностранных дел России не были приглашены в Польшу. В этом году он получил приглашение и намерен приехать со всей своей пропагандистской командой. И, конечно, сам вопрос представляется аморальным, поскольку война продолжается, и предпочтительнее, чтобы министр прибыл в другой европейский город – Гаагу, а не в Скопье.
Во время самой встречи в Скопье продолжались протесты, и именно из-за участия России в саммите ОБСЕ. Мы высоко ценим македонскую поддержку и помощь Украине, которая была направлена до сих пор. Однако мы не можем понять и принять аргумент о том, что правительственное решение о визите Сергея Лаврова навязано македонским председательством в ОБСЕ, что представляет собой разницу между двусторонним и многосторонним характером визита. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, как обычно. Хочу знать все, что вы думаете о том, что происходит, и обо всем, что мы вам тут рассказываем. И не забывайте подписываться на канал, это очень важно и занимает всего несколько секунд. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.